В Усинске после пожара частично возобновил работу торговый центр «Северное сияние». Открыто правое крыло. В левой части здания еще предстоят большие восстановительные работы. Здесь огонь уничтожил все торговые помещения, оборудование и товары на сотни миллионов рублей. Кому предъявлять ущерб, неясно. Причина пожара до сих пор не установлена. Алексей Корчма встретился с пострадавшими предпринимателями. Сообщение о пожаре в «Северном сиянии» поступило 9 апреля в 3:45 ночи. Клубы дыма заметили жильцы дома по Нефтяников 50. Огонь молниеносно охватило левое крыло торгового центра. Спустя минуты на месте работают все оперативные службы Усинска. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения незамедлительно организовали эвакуацию жильцов с верхних этажей жилого дома и приступили к тушению пожара. В проведении пожарно-спасательных работ были задействованы подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание было ликвидировано в 11:20. Пострадавших людей нет. На время ликвидации пожара жилой дом обесточили и отключили газ. Мэрия созывает комиссию по ЧС. Людей временно размещают в городском дворце культуры. Ближе к полудню арендаторов пускают в торговый центр. Сгорело все: дорогие шубы, техника, салоны связи. Ущерб от 1 до 30 миллионов рублей. Из 15 арендаторов свое имущество страховали единицы. Остальные теперь не знают, как работать дальше и кому предъявлять ущерб. Не раз срабатывали пожарные сигнализации. Также был инцидент небольшой в нашем отделе, когда задымил плафон, что его тушили самостоятельно. Причиной возгорания могла стать плохая электропроводка. Она и раньше искрила, говорят пострадавшие арендаторы. Если их версию подтвердят эксперты Госпожнадзора, открывается судебная перспектива с исками к собственнику здания. Было собрание у нас с арендодателем, и вы знаете, ничего конкретного он не говорит. И условия договора, к сожалению, составлены таким образом, что он ничего никому не должен. И, соответственно, компенсаций никаких не будет. Он это сразу дал понять. Собрания с арендаторами проходят и в мэрии. Представители налоговой советуют, как закрыть или приостановить деятельность ИП. Тем, кто все-таки хочет продолжать бизнес, могут предоставить другие торговые площади. А иначе ждать, когда полностью восстановят сгоревший торговый центр. Будет проведена экспертиза на его предмет пригодности, несущих конструкций и тому подобное. И предприниматель уже, так как это его собственность, он сам будет принимать решение, что дальше делать. Но, насколько я знаю, что он после получения экспертизы готов восстанавливать это здание. По факту пожара в торговом центре «Северное сияние» возбуждено уголовное дело. Статья «Уничтожение имущества по неосторожности». Расследование на особом контроле руководства прокуратуры Коми. Идет проверка соблюдения законодательства в сфере пожарной безопасности. Алексей Корчма, Артем Соколов, телеканал Юрган, Усинск.